Всем привет, меня зовут Аина, и сегодня будет кинообзор. Да, я снова себя возомнила кинокритиком, нашла даже такое антуражное место в гараже, специально притащила топор кровавый, если вы немножко заметите. Так что да, сегодня будет такое вот интересное видео. И здесь очень жарко, поэтому извините меня за, возможно, мое слишком блестящее жирное лицо. Лето. Вообще я давно не обозревала фильмы, это вообще было полгода назад, и тогда я сделала обзор всех якутских ужастиков без спойлеров. На этот раз спойлеры будут, поэтому если вы еще не смотрели эти фильмы, советую вам сначала посмотреть, а потом уже переходить к моему видео. Ну и конечно же дисклеймер. Карусель, карусель, начинает рассказ. Это сказки, песни и веселье. Сегодня я вам поведаю очередной шедевр якутского кинематографа. Был ли это сарказм или же прямой смысл, вы узнаете, если досмотрите обзор до конца. Режиссер Николай Корякин. Короткометражный фильм «Убага Эте Абырах», 2022 год, а также его первая часть 2021 года «Убага Эте». Оба, кстати, на 18 минут, и в переводе на русский название фильма означает «жеребятина». Нашумевшее в своих кругах кино весной прошлого года Муха, меня бесит эта муха. Весной прошлого года первая часть набрала свыше 150 тысяч просмотров. Можете глянуть, оно в открытом доступе на ютубе. И не так давно состоялась премьера второй части этого фильма. И я подумала, почему бы не сделать обзор, ведь обсудить есть что. Это у меня шуршит моя бумажка. Я написала сценарий на Я написала сценарий на 6 листов. Ну и давайте же приступим к нашему обзору. Вообще, я думала, что я сделаю обзор только на вторую часть, потому что, истории между собой не сильно связаны. Но, как оказалось, я ошибалась. Поэтому, да, обзор будет сразу двух частей, как я уже говорила. Поэтому, вот. Как оказалось, история свое начало берет именно со второй части. Начальные кадры фильма не могут не радовать. Мы сразу видим перед нами ночная зимняя улица в деревне. И знаете, я еще не видела деревню с такого ракурса. Ну и как обычно, все начинается с экспозиции. Нас знакомят с главными героями фильма. Короткометражного фильма. Буду называть просто фильм. Вашему вниманию представляется картина маслом. Собрались друзья за одним столом и решили культурно поговорить. С первых слов мы, конечно же, понимаем, что нифига не понимаем, поэтому субтитры здесь просто как никогда кстати. Хахарга geldi ha. Hakarga kıhıllar. Daha soğuktu geldi. Onu kıhıl gel. Anne makını bırak kıhıl boda. Просто искрометные шутки чек. Нестер каландыр сөйлеген кені. Бля, бит дебил, ha. Отчыларға окей, бля, иркутская дявола окей, бля. Звезда, блядь. Анархист, блядь. Бандит. Блядь. Коммунист, на. Говно, залупа, пенис, хер. Далее к ним присоединяется еще один собутыльник, и это мы можем узнать по прекрасному звуку на фоне лаю собак. Знаете, когда я в первый раз увидела все вот эти кадры, как они пьют, разговаривают, кушают, меня просто триггернуло. Я реально как будто с экрана почувствовала настоящий собак. Я как будто через экран почувствовала вот этот запах перегара и соленых огурцов. Все это дело в визуальной подаче. С каждым кадром кадры становятся все крупнее и крупнее. Так сказать, от общего к частному. И все ближе и ближе. Помимо этого еще есть дрожание камеры и такое чувство, что ты реально как будто вместе с ними
непосредственно там сидишь и тоже колыхаешься вместе с ними в пьяном угаре. И такой прием от первого лица будет использоваться еще не раз, и я вам это все покажу. Просто обожаю внимание к деталям и отсылочки. И мне кажется, вот эта вот штучка, вот эта вот, которая нарисована на этикетке, это типа кинолента. Возможно, это типа отсылка от того, что они все в какой-то киноленте сидят. Кыдык, бля, гымыттыра нахуй. Исторический факт. Раунд! Неге апытым, бля. Бля, кастыды, бля, неге апытақтары, бля. Меха менің бартым, бля, бля. A few moments later. Оны, блядь, тоқтен барды, бля. Эти, блядь, табаған оны, блядь, кем. Короче, хуй воза. Если я не ошибаюсь, это место, где табага, называется Куллаты. Далее 7-я минута, и начинается завязка фильма. Нергун сүйман навары күн хули крысыл жан. Теряешь потом? Директ. Джаудин. Ладно, ебать ты, ёбаный. Кто же пришел? Пришел тот самый чувак, которого они не хотели видеть, и которому очкастый соврал про то, что идет домой. Куда иди? О, кырджас чүйкім жесткая ведь, а. Бұл, блядь, Нергун барды. Сырайтта қараттым, блядь, пиздігіні. Шүйі, құрдыққан ұлы жерін белер болды. Чада отыр, куда не кетті? Стопка. Тоқта, брата. Бір стопка лақым. Кто это? Вы тоже почувствовали этот токсик вайб? Все резко затихли, случился такой переход от общего веселья к какому-то напряжению. Помимо этого, как мы можем заметить, увеличилась какая-то даже статичность кадра. И в центре всего наш главный герой, который появился практически во второй половине фильма. Далее главный токсик начинает знакомиться с самым тихим героем фильма, Мичилем. Их диалог, ну это просто чудо. Бұл кемейді. Күтет кәйін. Күтет енді ұппай кәйін. Күтет инди пай. Атын кемден? Мичил? Типа майчыл енді. Мешел бән қантақ жағын. Амматта. Жежен енді ұппай кәйін. Жежен инди пай. Жежен енді ұппай кәйін. Жежен инди пай. Мой бриллиантовый ошейник, детка, не для отношений, это детка украшение. Я знаю, эти деньги футболист. Жежен енді ұппай кәйін. Жежен инди пай. Ну и еще один факт, который, возможно, кто-то подметил, кто-то нет. Главный токсик закурил внутри дома. А это, как мы можем вспомнить с начала фильма, запрещалось делать внутри. Та. Мара примем. Скорее всего, у многих есть такое понятие, что чем больше в фильме смен локаций, мест, где происходит действие, тем качественнее фильм. Все потому, что через локации можно также раскрывать героев, повествовать историю. Главный герой будет совершать больше действий и, так сказать, раскрываться не через тупо диалоги. Я с такой позицией, конечно же, соглашусь, если это логически оправдано в сценарии и если бюджет позволяет. Ну и наоборот, если все действия в фильме разворачиваются на одном месте, то значит есть какие-то большие проблемы. Потому что смотреть на такой фильм бывает порой скучновато, и постоянно слушать диалоги и монологи героев бывает, утомительно. Мне кажется, для режиссера и сценариста, это прям суперсложная миссия прописать интересные диалоги, чтобы это не звучало как-то тупо, прямо, шаблонно,
чтобы зритель как-то вникал в диалог, мог подумать над словами и самостоятельно прийти к выводу. А далее очкастому звонит жена и говорит, чтобы он возвращался домой. Ну и, конечно же, главный токсик не оставляет это без внимания. Алло? Ох, блин, hatırlı. Да, это жестко. Ой, ну последняя речь токсика перед тем, как выйти из дома, это прям такая большая ирония, я просто не могу. Бір бардым. Тоқта. Sit down, please. Sit down. Нормально оларды. Олықтарғытты нормально көпсеттім. Күтеттім білістім. Басқа көпсәніп-сән бұғы. Аяға хавалды бат. Ну, конечно же, такие посиделки без драки просто не могут обойтись. А так, садда насылка ты минул бы. Заебал реально. Затем мы видим, как главный токсик идет по ночной деревенской улице и что-то там кричит. Ну и далее это, конечно же, просто поворот на 360 градусов. Все, нашего токсика похитили, они его ударили. Что происходит? Ну и давайте подведем промежуточный итог. Мне кажется, жизненная ситуация раскрыта на более чем 10 из 10. Сижу за монтажом и добавлю пару слов, так сказать, завершу мысль. Но вы понимаете, да, что вот этот фильм, он находится прям, ровно посередине, прям стоит на очень тоненьком лезвии, потому что, с одной стороны, здесь очень много похабщины, а с другой стороны, это все оправдано, потому что в конце оказывается так, что главного героя убивают, и, с одной стороны, это своего рода, так сказать, высмеивание таких людей. И тут, скорее всего, каждый для себя решает сам, какое это кино. Ну и давайте перейдем к первой части. Первая часть фильма — это реально тот самый случай, когда предупреждение про маты — это, реальное предупреждение, а не просто картинка для галочки. Потому что маты в этом фильме превышают просто все допустимые нормы. Я даже не поленилась и посчитала, сколько раз в этом фильме было использовано слово «блядь». Внимание! За 18 минут видео было использовано 139 раз слово «блядь». Если посчитать и разделить все по минутам, примерно в 1 минуту было использовано 7 раз слово «блядь». Это еще не считая других матерных слов, которые тоже были использованы очень много раз. Мне кажется, несмотря на то, что здесь реально загнули с матами, все же это действительно реальное среднестатистическое употребление матов в реальной жизни. Нас встречает кадр в машине. Какие-то мужики что-то делают впереди машины, затем они заходят в машину, вид у них весьма-весьма потрепан, видно, что у них то ли лопата, то ли какая-то грязь, кровь. Как вы уже поняли, это любимый прием режиссера, вид от первого лица, мы как будто сидим на заднем сидении машины вместе с ними, ждем, смотрим на них и находимся в эпицентре всех событий. Зайдя в машину, они о чем-то агрессивно разговаривают. Заебал. Это лохана гаевит-то, бля. Тут углобуток, бля. Это паника ламбитер, это, бля. Нормально вот-то, можно, кстати, потащёкка вот. К сожалению, субтитров в этом фильме не было, поэтому вот вам мой авторский перевод на русский язык. Трохавки, вообще, с чёккой было, бля. Чёкка, да. А так по ней голову втерни. Это, бля, машина-то вахтама, заебал, нахуй, бля. Лохана гаевит, бля. Тут там, бля, бар быкигini, бля, заебал, нахуй, бля. Hayatı bu basılanın barata kankının bıgıla patlı ya. Hatta bıla xarudun uğruna kadakına ödeydi.
Hardi. Camadın kan biri popullardı. Kan biri Karbagi. Ben kanın kahar nakı. Пиздец паникер киінді, бля, пиздец нахуй. Бля, тоғын сыллар көбіте оларды. Ben taharanlar bana cama kömeğe yediler. Пиздец нахуй. Arası ben kına yediler. Ну, в общем, с их диалога становится понятно, что они что-то закопали. И далее мы возвращаемся по времени назад, посмотреть на то, что их привело к кадру в машине. Пришел какой-то звонок, и я не особо поняла, от кого он. Алло. Bu bana ne yaptı hayat? Adamın mı aklında? O halde toyunlar öte aradıkçı. Miyin cahidini. Ne kayarın da. Ne kayarın mı hılaklar? Далее из разговора мы понимаем, что какой-то человек сверху поручил им какое-то дело. Знаете, до последнего я думала, что это не труп человека, а, возможно, какое-то мясо. Все-таки название жеребятин, возможно, это была жеребятина. Я отказывалась верить в то, что там лежит мертвый человек. Все потому, что веселая вот такая музыка, какая-то такая динамичная подача, это очень сильно идет вразрез с убийством. И, видимо, за счет этого, создается такое впечатление, что вот это не сильно таки похоже на убийство человека. Все вот эти шуточки, прибауточки, это немножко сбивает с толку. Но всю серьезность положения выдают мелкие флажки. Истерический смех Джокера. Фразы типа «Идегене останки лебедки и курдукунди», как будто ты пришел после забоя. И конечная истерика нашего Джокера. Это все, конечно, очень сильно выдает, показывает то, что здесь что-то все-таки очень серьезное происходит. Там лежит мертвый человек, и они реально убили человека, и они типа пытаются как-то решить эту проблему. Точнее, они пытаются избавиться от трупа. Это просто лучшее. Реально, это просто супер. И еще подмечу монтаж. Грубая обрезка кадров. Это было сделано не потому, что это косяк монтажера, а потому что, так передается ощущение времени того, что это происходит быстро, то, что они все спешат. Ура, блядь, быстрее. Не батаган. Багар боло напна жемин орбутун. Онда орбу еще остан рохунда. Вот этот игрушечный пистолет, вы его запомните. И вот они возвращаются обратно в настоящее и выходят драться на улицу. После этого приходит сообщение от босса с приказанием убить вот этого второго чувака. А далее мы наблюдаем сцену убийства. Блядь, нахуй. Блядь.
Ну и с помощью этого игрушечного пистолета мы как бы понимаем, что да, он пожалел, как оказалось, своего зятя. Так сказать, у нашего главного героя произошло такое высвобождение, освобождение, такой переломный момент. Он стал свободнее от своего босса и так далее. И параллельно с этим визуально это нам показывается это не только пистолетом, но и тем, что рамки в кадре фильма, они увеличиваются. Ну и после такого переломного момента они решают вдвоем убить своего босса. Бля, ты ворон бят джая это. А, сука, на. Да, я когда я понял. Далее разговор с боссом. Он говорит, что да, он убил своего зятя и спрашивает награждение. Тот ему предлагает жеребятину и, так сказать, он немножко недоволен. Алло, ты телевизор латие. Төлөбүрүндө. Убахта баралны. Килите бестиме, качыга тахарем ба. Келен бар. Все. Что волну? Убахада волну. Выходит так, что они стоят посреди зимы в крестьянском рынке и продают, возможно, жеребятину, возможно, человечину. Мы этого никогда не узнаем. Вот такая философия вот такого короткометражного фильма. Ну что сказать. Вообще меня очень сильно удивили диалоги, и меня очень сильно удивила цветокоррекция. Ну и в общем-то, переходя к самому главному, в чем же заключалась взаимосвязь этих двух фильмов? Если вы были достаточно внимательными, то могли заметить, что тот самый чувак, который напал на нашего Токсика, это был Джокер. Да, получается, нашего Токсика взяли и убили. Все. Его немножко жалко, но и не жалко. Я не думала, что он получил, настолько по заслугам, что он реально умер. Можно подойти к логическому концу обзора моего. И добавлю еще пару слов за кадром. Если говорить в целом, то Убагайте это фактически первопроходец в таком жанре, как криминальная комедия у нас в Якутии. И это очень круто. И мне кажется, он полностью попал под свой жанр. Можно и посмеяться, и немножко... Охуеть. Ну и, возможно, я нашла не все приемы, которые были использованы в этом фильме. Буду рада вашим комментариям и обсуждению этого фильма. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на мой канал. Ну и на этом все. Я завершаю свое видео. С вами была Аина. Пока!